программа «Право голоса». Я ведущий Роман Бабаян. Здравствуйте. Визовый режим в рамках СНГ будет означать, что мы отталкиваем от тебя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать. Это заявление сделал президент Владимир Путин после завершения саммита АТЭС. Позиция президента ясна, но получится ли у нас без введения виз навести порядок с нелегальной миграцией и обеспечить россиянам приоритетное право на получение рабочего места? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Наша программа «Право голоса» имеет каждый, но я предлагаю первым воспользоваться этим правом Татьяне Портновой. Татьяна, давайте сразу по порядку. Значит, бесконечная тема миграция, нелегальная миграция. Можно говорить просто до бесконечности. Просто хочется вот сегодня, я надеюсь, мы нащупаем какие-то такие вот пути реальные, которые помогут нам справиться с этой историей. Но, значит, начинаем с виз. Очень многие эксперты говорили о том, что единственный вариант навести порядок с нелегальной миграцией – это ввести визы там, с теми странами, откуда к нам приезжает максимально большое число, собственно, мигрантов, которые потом часть из них становятся нелегалами. То есть это республики Средней Азии, там, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, понятно. Но сейчас говорят уже о введении трудовых виз. Вот я хочу понять, возможно ли это вообще в принципе ввести какие-то отдельные трудовые визы без введения визового режима? Я вот первый раз вообще сталкиваюсь с такой историей. Вы знаете, ну, действительно, я считаю, что отдельные трудовые визы, трудовые приглашения без визового режима, без загранпаспорта конкретно, ввести невозможно. И контролировать вот это трудовое законодательство на самом деле будет чрезвычайно сложно. Можно на первом этапе определенные трудовые визы. Ну что значит трудовая виза? Вот что это такое? Любая виза должна ставиться в каком-то документе. Да, согласен. На сегодняшний день люди, которые к нам приезжают, не имеют загранпаспортов. Не все. Не все. Я знаю, Далеко что, не все. Нет, я знаю, что часть из них и так ездят к нам по загранпаспортам. По загранпаспортам. Да. Но в этих паспортах должно быть, на основании чего этот человек въезжает в нашу страну. Либо это родственное приглашение, либо это приглашение от работодателя, либо это студенческая виза. Согласен. Мировая практика. Мировая практика. Абсолютно, Мало того, если человек едет в нашу страну на 3 года, на 5 лет и больше по трудовому законодательству, во многих странах, ну та же Канада, Америка, Австралия, требуют необходимое еще медицинское освидетельствование в обязательном порядке. С каждой страной должен быть заключен определенное соглашение. То есть еще требуется дополнительно. Безусловно, потому что это определенные соглашения, которые заключаются с каждой страной. Поэтому мне кажется, вот мы должны идти по этому пути. И президент на самом деле правильно сказал, мы не должны обижать людей, с которыми мы на протяжении очень многих лет жили вместе. Да. И люди ведь приезжают к нам не от того, не от хорошей жизни. Не от хорошей жизни. Понятно. И иногда они приезжают сюда зарабатывать деньги. По крайней мере, большинство из них, скажем так. Другое дело, что приезжая сюда зарабатывать деньги, это иногда это больше гораздо людей, чем нам нужно. Говорят, сколько нужно миграции, сколько нужно мигрантов. Мигрантов нужно столько, сколько нам нужно. У нас с вами 11 миллионов мигрантов. И что это значит для России? 11 миллионов? Вы уверены в этой цифре, да? Это по данным ООН. Это 7,5% ВВП страны. Это ресурс для наших предприятий. И нужно к мигрантам относиться не как к беде. Это ресурс России, как нефть и лес. И исходя из этого, перед любой ужесточением закона нужно легализовать и решить проблему тех, кто уже существует здесь. И перед... Уже внутри? Уже внутри страны. И предложение от Титова Бориса Юрьевича и от предпринимательского сообщества разрешить тем, кто не нарушал ничего в России, находиться здесь легально, вывести их из тени. Что это значит? Это значит, что 10 миллионов человек смогут платить налоги здесь. Это значит, что бюджет Российской Федерации получит миллиарды рублей, и суммы будут сравнительны. Это все понятно, это все понятно. Давайте так, давайте вот все по-простому. Что человек, который незаконно въехал в страну, будет дальше законно платить здесь налоги? Есть международный опыт проведения амнистий. Понятно, что не все. Но даже если 40% легализуется, мы получим 200-300 миллиардов рублей. Вот все я понял, да. Математика — это шикарная история, да. Вот теперь давайте попробуем на землю опуститься. Значит, я вам, как представителю бизнес-сообщества, задаю такой вопрос. Каким таким чудесным образом эти люди будут, собственно, переведены на легальное положение? Для этого... Вот они у вас работают, у вас строительная компания.
к примеру, хорошая строительная компания, супержилье строите в Москве, у вас 2 батальона нелегальных мигрантов. Вы готовы, ну пусть 10, да, вы готовы за каждого из них платить налог? Лично вы? Лично я готов, чтобы избежать коррупционного давления. У нас на сегодняшний день действительно в Москве там где-то 200 тысяч, да, Да, да. нужно. Вот, вообще по стране, как считает Минтруд почему-то, там нужно около 2 миллионов всего мигрантов. Так. Да, всего мигрантов. Если посмотреть перечень профессий, которые они там делают, ну это вообще абсурд какой-то. Там есть, понимаете, демонстраторы одежды, натурщики. То есть вот такие вот заявки. С этим у нас тоже проблемы? Ну, похоже, да, Минтруд. Да у так нас куда ни считает. посмотришь, одни красавицы. Господи, боже мой, не набирай знаю. не хочу. Они будут демонстрировать и показывать. Минтруд так считает, понимаете? И ситуация, казалось бы, простая. Подается заявка какая-то Так. от фирмы, Да. и вроде как им должны дать. Но дело в том, что эта фирма-то однодневка. Она действительно ее подала, действительно получила, а потом бах и растворилась. И что с этими А людьми? люди приехали куда? И в рабство, пожалуйста, к предпринимателям. Вот куда они На приехали. сегодняшний день... Смотрите, нам говорят, что наша экономика не может обойтись без, собственно, мигрантов, без рабочих рук. Не хватает. У нас демографический кризис. Там через паузу нам не будет не хватать 10 миллионов рабочих рук. Вопрос там, не только что-то. в демографии. Понятно все. Мы знаем, на какие позиции, в основном, ну, собственно, вот где задействуют этих людей. Там, да, мы выходим во двор, видим там дворников, да. Мы знаем, что они работают на стройплощадках. Мы знаем, что эти люди работают там продавцами в кафе, официантами. Это вот мы видим. Теперь вот мне скажите, а как вы думаете, если завтра их не будет, россияне придут на эти позиции? Конечно, не придут. Конечно, придут. Придут? Роман, смотрите, какая позиция очень простая. Вот у нас, я занимаюсь этим профессионально, и мы Да. высчитали простую вещь. Да. Вот у нас, например, берем субъект федерации. Взяли. Любой. Да. В нем безработица, допустим, 100 тысяч человек, ну, мест. Безработица. 100 тысяч человек не имеют работы. По данным Росстата, 70% из них очень даже хотят устроиться Дворниками. на работу. На любую, многие профессию, понимаете? На Это любую. да, Алексей, Заметьте, конечно, человек смотрите, хочет работать, но он смотрите, еще ситуация- думает, где работать и сколько ему за это Ситуация будут очень платить. простая. Вот эти 30% в зависимости от разных субъектов, Да. они могут заполнить действительно миграционной рабочей силой. Но 70% пусть делают переобучение, пусть делают адаптацию тех, кто там ушел, пусть занимаются трудоустройством, на то и нужно Ну правительство. хорошо, я согласен, но зачем тогда мы говорим о каких-то визах? Ну давайте займемся этими вопросами. Какой-то замкнутый круг, вы понимаете, да? Я хочу сказать, что вот уважаемый представитель предпринимательского корпуса, прямо шантаж какой-то идет. Вот 10 миллионов незаконно находящихся на территории России, и они начинают диктовать условия через предпринимателя государству и нам, гражданам. Да они ничего не делают. А может быть, мы должны спросить у вас, на каком основании вы незаконно берете их на работу? Я вам скажу, почему вы их берете. Это часть вы не наших платите за них соотечественников. никаких социальных страховых платежей. Так. Это сразу на 43% уменьшает ваши расходы. Так. Новый закон Во-первых. сейчас есть. Во-вторых, вы платите им в лучшем случае половину от той заработной платы, которую вы платите россиянам. Вы ошибаетесь Значит, и по зарплате. в-третьих, значит, все в каких ужасном положении живут эти люди. Значит, вы в общежитиях были, на стройках, в каких они живут положении. Вы их держите на уровне рабов. Вот эта рабская сила подпитывает ваш бизнес. Нам такой бизнес не нужен. Вадим Георгиевич, но при этом у нас есть полиция, у нас есть ФМС, у нас есть прокуратура. Мы можем приехать к Антону, найти этих самых людей, которые живут в ужасающих условиях, и за каждого из них взять с него штраф 800 тысяч рублей. Его фирма просто вылетит в трубу на следующий же день. А вот Почему это мы вот- этого не а делаем? Вот это вот четвертое. Они берут, подкупают сверху Роман, донизу всю систему. Сейчас, Влад. И откупаются. И откупаются. Сегодня мигранты... О каких рисках идет речь вообще, в принципе, дополнительных к тем, что у нас есть? Вот давайте мыслить категориями рисков, тех, которые будут. Сколько дополнительно до 2020 года мигрантов могут приехать в Россию из стран Центральной Азии? Коллеги с той стороны, вы знаете цифру? Ну, дополнительно к тому, что уже сколько, назовите. Максимум 6 миллионов. Максимум. Максимум. То есть к 11 Все, плюс миграционный еще 6. потенциал. 10, 6, 16. Да, но эти уже здесь. Нормальная цифра. Роман, это уже здесь. Но по расчетам демографов и по расчетам экономистов,
из разных школ. Нам нужно примерно 20 для того, чтобы экономика могла расти. Влад, у меня есть предложение. Влад, как вам такое предложение? Давайте пригласим еще кого-нибудь там. Хорошие ребята где-нибудь в Конго тоже есть работящие. Давайте их тоже заведем сюда. Я утверждаю, что через 5-6 лет за каждого дополнительного мигранта, который хоть как-то знает русский язык, будет вестись колоссальная конкурентная борьба между российскими предприятиями. Схема. Вот я все согласен. Нам нужны люди, согласен. Пусть 16 миллионов. Я согласен. Давайте проведем амнистию, легализуем тот, кто есть. Пусть они получают, как россияне, платят налоги и не платят криминал, который... То есть, а давайте сделаем еще вот как. Давайте обяжем бизнес. Вот просто обяжем законодательно. Вот вы взяли этих людей... Значит, вы, собственно, и гарантируете с финансовой точки зрения всю вот эту вот историю. Налоги, соцпакет и так далее. Так готовы? мы и так штрафами гарантируем. Не готовы. Давайте выйдем из тени. Вопрос не в этом. Если мы совсем выйдем из тени и 5 миллионов мигрантов начнут платить налоги, мы получим колоссальные деньги, которые могут потратить на образование и здравоохранение граждан России. Тем, кому нужны рабы, и тем, он не позволит им легализоваться. Он не позволит им пройти амнистию, потому что все, кто пройдет амнистию и легализуется, они будут получать и платить налоги. Павел, Соединенные Штаты. Визы есть, попасть в страну не очень просто. Но при этом на первом месте по числу мигрантов. Это страна нелегальных. Получается, абсолютно никак не помогает. Начнем с того, что это, во-первых, самая богатая страна мира, из крупных. Есть богаче, минуточку, и туда, естественно, стремятся. Россия далеко не так богата. Дыры в границе величиной с Казахстан все-таки у Соединенных Штатов нету. И плюс по базовой концепции это страна мигрантов. То есть коренные жители это индейцы, которых практически уничтожили. Вот. То есть это страна мигрантов, поэтому им очень сложно объяснить, почему они не принимают новых мигрантов. И Обама сейчас пытается это все легитимизировать. Там нормальная экономика, а не мигранты сделали богатой. Россию мигранты богатой пока не сделали. У нас проблема с тем, что у нас неконтролируемо идет миграция из Средней Азии. У нас дыра в границе. Соответственно, идет экспорт радикального ислама. Идет экспорт наркотиков, идет экспорт болезней. Это большая проблема. И рассказы о том, что каждый мигрант получает достойную зарплату у наших предпринимателей, являются сказками. Надо закрывать границу, надо делать визовый режим. И для тех мигрантов, может быть, которые захотят честно трудиться, может быть, действительно имеет смысл ввести трудовые визы. Это вполне рациональный и здравый подход. Вторая проблема – интеграция этих мигрантов. Понимаете, приезжает человек, который не знает русский язык, не знает русской культуры, другой религии, другой психологии. Очень часто бывший крестьянин, понимаете? И что? И что? Ну и что? он оказывается в ситуации, когда он здесь получает незначительные деньги. Он здесь живет зачастую в рабских условиях, потому что, опять-таки, рассказы о том, что мигранты живут в довольстве, там, ездят на мерседесах, и это создает угрозу. Да не все они ездят на мерседесах. Ну, Павел, ну вы же видели. Они появились, эти люди, на хороших машинах. Значит, это уже Но раньше их не было. Значит, это уже не мигрант. Как только литовский номер, сразу подъезжайте, посмотрите, кто сидит за рулем, Татьяна. 100% не ошибетесь. Приехали действительно дворником, может быть, устроился и рабочим. А потом же начинают на рыночки, в кафешки, ресторанчики. Потом создаются Владимир Георгиевич, ну и что? Ничего. Ну и пускай. Миграция и вклад в экономику И плюс страны. еще. Так вот а на этой незаконно, Владимир незаконной Георгиевич, миграции. дорогой вы наш, незаконно это потому, что мы, а не мигранты, выстроили эту систему, на которой кормятся абсолютно все. А они здесь ни при чем. Надо разобраться со своими людьми, которые с погонами, без погон, но в кабинетах, в креслах. Но мы же идем все время с другой стороны заходим. Наталья, наконец-то есть возможность задать вам вопрос. Вот смотрите. 69% опрошенных Левада-центром считают, что в их регионе слишком много инородцев. 84% населения выступают за введение виз со странами СНГ. При этом вот эти ксенофобские еще и настроения. Вы же понимаете, что когда вот у нас есть такие настроения в обществе, и 84% граждан говорят, давайте визы, государство не может каким-то образом реагировать на это иначе. Может быть, действительно, вот так все-таки сделать? Нет, я против того, чтобы вводить трудовые визы. Я согласна с Александром Журавлевым, что в условиях создания Евразийского союза это совершенно бессмысленно. Кроме того, подождите, я вас слушала, послушайте меня.
Значит, кроме того, в условиях безвизового пространства вообще с этими государствами их введение вообще каким-то абсурдным кажется. Прежде всего, мы должны разобраться, а почему у нас откуда берутся нелегалы? И здесь два основных момента. Это наше законодательство о постановке на миграционный учет, которое дает только 7 дней трудовому мигранту, чтобы он встал на миграционный учет. Но ему нужно указать его адрес, где он будет жить. У нас нет рынка дешевого жилья. У нас проблема, человек, который приехал из какого-то там аула Таджикистана, Киргизии или Узбекистана, в ту же Москву или другой крупный центр, он здесь никого не знает. Хорошо, если есть какие-то друзья, односельчане, А зачем которые... он Зачем он приехал, если у него нет ни квартиры, ни работы, Татьяна, ничего? подождите, дайте я Зачем? скажу, потом за это. А он хочет работать, ему деньги нужны. И Там он в найдет, Таджикистане он 2 доллара на устраивается душу ни на работу, населения. ни на квартиру. Сейчас, Он подождите, идет, извините меня, в криминал. Подождите, Татьяна, ну дайте я скажу, послушайте. Едет на удачу просто. К сожалению, на сегодняшний день мы даже не знаем, а сколько нам вообще россиян-то, российских, вообще потребность в рабочей силе 1 какая. 200 000 вице-премьер Обождите, озвучил. Ну, в это так. Москве 197 Да всего ладно лишь говорите, тысяч Москва. Так. получила специальное разрешение на работу. значит, Индивидуальные послушайте, патенты. в 2011 197 году всего лишь Неделевский- пришло получить. Это программа «Право голоса». Я ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы пытаемся понять, помогут ли трудовые визы решить проблему нелегальной миграции. И вообще, что нужно сделать для того, чтобы поставить точку в этой проблеме. Право голоса у наших экспертов. Карамат, с вас начну. Вот вы мне скажите. Вот трудовой мигрант из Таджикистана. Вот он приезжает. Как быстро он находит себе работу? Или он сюда едет на удачу? Или он едет действительно по какому-то конкретному, собственно, приглашению трудовому? Он знает, где он будет работать. Вот как обстоят дела? Во-первых, добрый день. Я уверен, что сегодня каждый второй мигрант приезжает к феодалу. Каждый второй что? Приезжает к феодалу. Феодал. Правильно, абсолютно. В деревню приезжает. Это еще Я хорошо, если каждый второй. думаю, что если человек, который прибывает и знает, что он становится рабом, однозначно он прощает свою жизнь, молодые годы и прощает своим родителям в Таджикистане. Это по моим, значит, прогнозам, не тоже прогнозы, были, соответственно, разговоры у меня с родителями. Последние передачи видели, пусть говорят, что даже родители ищут своих сыновей, не может найти. Мы за трудовой выз. Независимо депутаты прилагают, независимо наши другие страны предположенные. Мы хотим спасти Таджикистан. Спасение Таджикистана – это возвращение детей на родину. В сегодняшней России невозможно остаться, тем более такой длительный период, 20 лет, без детей, без семьи. Все брошено дома, практически забито одними китайцами, земля брошена. Мы за легальную миграцию. Но по определению 2 миллиона таджикистанцев находятся в России. Это практически каждый второй трудоспособный гражданин. Куда они приезжают? Да никуда, они приезжают к феодалу. Только будет введена вызов, именно вызов связан с тем, что мы будем... Я благодарен господину Путину. Но невозможно оттолкнуть от себя своих партнеров стратегических. Но это будет. Только вопрос решается с вызовом, именно трудовая вызов. Сразу убедились, что практически 90% феодалов, зарубежных инвесторов убегут с России. Потому что они здесь рабов искали. Они людей. Сергей Иванович, скажите, вот если мы выбираем между двумя, собственно, стратегическими вот так вот линиями, скажем, введение вот этих трудовых виз, или же вообще в принципе виз, да, и объявление амнистии миграционной, вот как вы думаете, вот по какому пути все-таки надо идти? Ну, вы знаете, я думаю, что так вот вопрос ставить, да, вот, это вообще характеристика нашего состояния общества, да. Введение виз, а трудовые визы, это что такое трудовые визы? Это визы, обычно обыкновенные визы, которые имеют реквизит, цель поездки, осуществление трудовой деятельности. Там есть много разных. Вот смотрите, трудовая виза, она дается только человеку, который едет в Россию, работать на конкретном, допустим, предприятии, в конкретной компании, в конкретной фирме. Вот здесь я предлагаю, чтобы эти фирмы не взрывались на следующий день и не исчезали, а эти люди оказывались на улице. Я предлагаю такой вариант. Вот этот человек едет, простите меня, ради бога, ну вот к Антону, вот он едет к Антону, они все едут к Антону. Вот он едет к Антону, с Антона взять деньги. Положите эти деньги в качестве финансового обеспечения. Ну почему вот так хотя бы нельзя? Или спада. Роман, Да, я вам можно, скажу... да можно, только это все можно сделать только после того, Вы как знаете, будет сформулировано. это уже изобретение велосипеда, которое было. У нас в законе о правом положении иностранных граждан Так. такая норма присутствовала. И вот она в 2010 году, вот,
сколько там, через 5 лет после того, как она там присутствовала, ее убрали. Оп. Почему? Потому Почему? что она за 5 лет она так и не заработала. А там была такая норма, да, о том, что работодатель в авансовом порядке вносит определенную сумму денег конечно. для мигранта. Ну, конечно. Но она не заработала. Почему понимаете? она не заработала? А вот почему? Кто пролоббировал? Вот вопрос. Кто пролоббировал вычеркивание вот этой нормы? Кто эти люди? Бизнес? Минэкономразвития. Бизнес получается? Алексей, как вы думаете, вы вот разбираетесь во всех этих Кому делах? выгодно? Как вы думаете, кто это все сделал? Да, однозначно, абсолютно. Больше того, любой нападок на бизнес, например, он очень вызывает просто резкое противодействие со стороны правительства. Вот я, например, 800 тысяч, да, казалось бы, огромная сумма. Конечно. Сказать, сколько оштрафовали в этом году? Да по пальцам пересчитать можно эти фирмы. Я вношу. Не бояться? Пускай уголовную ответственность, если за прием нелегалов. Вот там такое началось, вы что? Еще больше Понимаете, да? То есть мы действительно, вот у меня ощущение, что мы пытаемся велосипед какой-то придумать, а в этом мире уже все давным-давно все это придумали. Конечно. Огромное число стран сталкивалось с этой историей. Конечно. Но у нас есть поправки на ветер все время. вот можно Кто-то куда-то приходит, и предложение. что-то у нас исчезает. Роман, по поводу депозита. Роман. На самом деле, с тех, Сейчас я дам- с тех да. времен много чего изменилось. Дело в том, что сейчас работодатель за легального мигранта первые 6 месяцев платит 30% фонд оплаты труда в пенсионный фонд Российской Нет, Федерации. пенсионный фонд 22, всего он платит 52%. 52%. То есть это что, нельзя за первый месяц хотя бы посчитать депозитом? Это работодатель платит. Да то, что, извините, мигрант не получит никогда пенсии в Российской Федерации, если уедет, тот, который работает здесь год, это ежу понятно. То есть это никакое не пенсионное отчисление. Это депозит. Значит, мы заинтересованы в легалах. Продолжать, Сергей Иванович, слушай. Я, так сказать, вот хотел сказать, что здесь вот много женщин присутствует, да, вот такая хорошая была статья в журнале «Гео», хороший журнал, кстати, «Женщины Фанских гор». Вот, там как раз вот эта вот проблема, да, о том, что остались у них там, вот в этих горах, да, женщины, старики и дети. А вот жизнеспособного, такого трудоспособного населения нету. Вот они там сейчас выживают. А где это население? Вот оно здесь. Понимаете, вот проблема. Вот смотрите. 84% россиян за введение виз со странами СНГ, я эту цифру называл. У вас тоже, наверное, проводились опросы, как люди относятся к мигрантам, за визы, за амнистию. Может быть, есть какие-то объяснения, почему не очень хорошо относятся к мигрантам. Может, кто-то хотел устроиться дворником, а не смог, потому что взяли, там, я не знаю, выходца из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана или еще откуда-то. Да, пожалуйста. Это очень сложная история, причем она разворачивается активно буквально последние 3 года. 3 года назад на подобных передачах я познакомилась с господином Шариповым, мы обменялись визитками, и тогда ситуация с мигрантами входила в 5 самых острых проблем, которые формулируют москвичи. Еще где-то год-полтора мы говорили 3 самых важных проблемы: пробки, коррупция и, естественно, мигранты. Перед выборами летом у ФОМа и у ВЦИОМа были опросы, и у Левада тоже центр по поводу проблем. Первая проблема – мигранты. Я сначала даже не поверила. Первая. Больше 50%, ну там в зависимости от того, как люди, социологи замеряют, первая проблема. Ну, это как бы неудивительно, но с другой стороны мы задавали вопрос: если завтра будут акции протеста, то на какие акции протеста вы выйдете, по какому поводу? По поводу мигрантов на первом месте. То есть это уже не просто мигранты, это что-то проблема. Я выйду на акции протеста, и меня выведут проблема мигрантов. И вот эта ситуация, она буквально разыгрывается последние годы. И несмотря на то, что вот уважаемая Лидия Ивановна говорила о том, что люди не виноваты, людям мозги затуманили, я могу сказать, что, конечно, ксенофобия – это как вирус герпеса, который сидит в нас, пока мы не заболели. Но если мы заболели, там, простудились, герпес или что-то, какая-то другая гадость нас выходит, уже пока мы не переболеем и пока не возникают какие-то страшные явления, ксенофобия не остановится. Мы знаем о том, что колоссально зашкаливает уровень ксенофобии среди молодых парней. И мы уже видим по федеральному каналу, не буду говорить какой, уважаемый канал, один из 3, показывает замечательных парней в больших ботинках, которые зачищают таджиков. Сначала мужские подвалы, потом женские. Зачищают. И это прекрасная акция нашего молодого поколения.
А дальше я сталкиваюсь сама, когда моего замечательного свекра, не таджика, но украинца, по доносу соседей отвозят в отделение замечательными автоматами 3 прекрасных паренька, тоже с украинским говором, просто потому что он помогал делать нам ремонт и говорил по-украински, не по-русски. А социологи пытаются понять, почему. Так вот, оказывается, что очень все запутано. Если вы думаете, что это связано с пребыванием таджиков или других мигрантов на территории этого населенного пункта, то связь минимальная. То есть бывают районы, где много мигрантов, но конфликтов нет. И бывают районы, где их больше, конфликты есть. А в чем причина? Причина, судя по всему, в том, что ксенофобия нас испортила. Нас портит не квартирный вопрос, нас испортил окончательно миграционный вопрос. И ксенофобия – это флюгер других проблем. Это флюгер других проблем. Прежде всего, неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность зарплатами, неудовлетворенность коррупциями и пробками. Но это флюгер, в который выводит это социальное кипение кто-то, кому это выгодно. Роман, можно вопрос? Причем этот флюгер может повернуться в сторону замечательного Антона, который, может быть, действительно работает с легальными мигрантами и платит им хорошо. Он, то есть, флюгер может повернуться в сторону богатых, в сторону бюрократов. То есть это флюгер, ядовитая кровь в нашем народе разжигает, и мало не покажется. Вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса получат наши зрители, у которых тоже есть вопросы к нашим гостям. Это программа «Право голоса», и я ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы пытаемся понять, что нужно сделать для того, чтобы решить проблему нелегальной миграции. Право голоса у наших зрителей. Пожалуйста, первый вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хотелось бы задать вам такой вопрос. Сейчас много говорят о том, чтобы заменить мигрантов СНГ на различных рабочих из других российских регионов. Так, может быть, стоит отменить московскую регистрацию? Иначе получается, что рабочий, который приехал, допустим, из Тулы, из какого-то другого российского города, да, приезжает сюда работать точно на таких же условиях, как вот жители Узбекистана, допустим, Киргизии. Жителю любого нашего региона совершенно не обязательно получать ни трудовое разрешение, ни какие-либо еще справки, разрешения на работу. Он приезжает и совершенно спокойно устраивается на ту работу, которая его устраивает. Кроме регистрации. Да, кто готов? Да, пожалуйста, Владимир. Да, регистрация, но... Абсолютно правильная закономерная постановка вопроса. И мы уже обсуждали здесь, когда обсуждали регистрацию для иностранных граждан и для россиян. Максимально должна быть упрощена регистрация для наших граждан Российской Федерации. И никаких правовых последствий не должна регистрация влечь за собой, в отличие от прописки. Причем вы приходите, регистрируетесь, буквально пришли, подали документы и зарегистрировались на тот адрес, который вы говорите. Наталья Ивановна, пожалуйста. Я хочу вот этой девушке, значит, я хочу сказать о том, что у нас сейчас вымирает российские многие территории. Малые города, средние города, села и так далее. Если все переедут, куда все едут? В основном Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская. То что у нас там-то останется? Почему вымирает? Потому что там ничего не развивается. Потому что политика такая, экономическая. Нет, политика не так. Да, Карамат, коротко, и потом Лариса, да. Нельзя забывать, желающих очень много из регионов. Но они не знают время, когда работают с какого там, или с 9 до 18, или работать будут с 4 часов утра до 22. Вот они нормированный день, они буквально могут день на два, терпению не хватит, они покинут территорию Москвы. Те, которые находятся в Москве, числа мигрантов, они нужны. Раньше, чем 10 лет, их невозможно заменить. Нельзя их заменить. Они не в академию пришли, они пришли на рынок. Они встают утром, вам цветы на 8 марта подарили, на 23 февраля, на другие праздники, они продукты вам привозят. Они сортируют все дело. Другому не суждено. Никогда азербайджанец не станет космонавтом, тем более таджик. Они были на реке, остаются с вами до конца. Вот это вы загнули. Да, следующий вопрос из зала. Сергей Иванович, сейчас там возможность скажет. Здравствуйте, меня зовут Наталья, у меня такой вопрос. Если вот Россия ведет визы для стран Средней Азии, то могли бы страны Средней Азии в ответ вести свои визы? И что россияне от этого потеряют? Кто готов? Алексей. У нас на сегодняшний день вот соглашение, которое подразумевает из Таджикистана и России продлить, значит, трудовой договор, там можно будет работать не на год, получать его, да, а на 3 года. На 3. То же самое ведь делает и Таджикистан. Но я что-то не знаю кучу народу, который у нас отсюда собирается туда ехать.
Поэтому, конечно, это, как правило, односторонняя вещь. Я не думаю, что что-то потеряется сильно. Другой вопрос, что я могу точно сказать, что все равно могут быть паспорта, могут быть трудовые визы, надо развивать частное агентство занятости. Но виз как таковых, их все равно не будет. И это правильно, потому что надо идти по пути евразийской интеграции. Коротко, пожалуйста. Этих дворников завозят и используют неэффективно. Ехал прошлой зимой на трамвае, стояли с лопатами эти несчастные таджикские дворники и в снегопад кидали лопатами снег. А снег все шел, а они все кидали. А вы предлагали, чтобы они не стояли с лопатами, не убирали снег, а снег все шел и шел, и трамвай вас тут и остановился. Один человек, но с техникой. Все, спасибо всем. В начале, вот я уже который раз говорю, в начале, слушайте, давайте наведем порядок у себя в квартире. У себя в квартире сделаем так, чтобы было чисто, а потом будем заниматься подъездами. Те люди, которые у нас здесь работают, давайте попробуем, давайте дадим им возможность хотя бы нормально уехать без всяких санкций. Посмотрим, сколько из них уедет, и посмотрим, кто останется. После этого будем думать, что делать дальше. Все, спасибо еще раз всем. Встречаемся по будням в этой студии. И помните, что право голоса есть у каждого.